Всем привет! Мы находимся на территории завода Hyundai Трансказахстан. Несколько месяцев назад мы впервые, журналисты, блогеры, побывали здесь с экскурсией. И, конечно, запостили много инфы и видосов. И, конечно, прилетело огромное количество комментариев, причем самые интересные из них – это негативные. Поэтому я предлагаю сегодня разобрать несколько этих комментов. Причем разобрать их прямо на производстве. Погнали! Да они, походу, варят на глаз! Супермастера какие-то! Да, так может показаться на первый взгляд, но реально тут каждый оператор работает со своей техкартой по выштампованным местам и отвечает за определенный диапазон с точностью до миллиметра. Поэтому свои вот эти сварные точки и контактную сварку своего участка они реально выучили до автоматизма и, наверное, видят уже во сне. Многие думают, что в основе тут лежит человеческий фактор. Но оператор тут не может сварить хуже, сильнее, слабее, так как настройки работы трансформатора определены программой. Главная задача оператора – это попасть пистолетом в ту точку, где нужно произвести сварку. На каждом участке сварки свои настройки, на каждой панели кузова свои настройки, на каждой модели автомобиля свои настройки. Кроме того, после сварки на следующей линии выборочно выдергивают кузов и отправляют его в координатно-измерительную машину, где идет проверка данного кузова по 3D-модели. И эта модель едина для заводов Hyundai по всему миру. На линии сварки есть ответственный инженер по сварочному оборудованию, который занимается настройкой сварочных кондукторов и параметров сварочных клещей. Также есть инженер по анализу качества автомобилей. Он после результатов координатно-измерительной машины проводит детальный анализ координат кузова. Понимаете, я это говорю не потому, что тут все так круто на заводе, а просто потому, что оператор не может сварить так, как он хочет. И допуски тут придуманы не нами, не ими, а выполняются строго по стандартам бренда-держателя. В данном случае это Hyundai Motor Company. Больше на склад похоже, чем на производственный цех. Ну да, наверное, потому что один из видосов снимался на складе. Мы находимся на складе компонентов, я не знаю, какой это ряд. И это некий буфер, куда выгружаются все комплектующие перед тем, как их подать на конвейер. Тут, кстати, также, например, есть цех сварки, цех окраски, цех сборки. Пока я увидел только рабочих, чистейших робок и не поцарапанное ни разу оборудование. О да, мы привыкли к этим грязным полам и стенам на СТО. Все эти замасленные робы рабочих и лица, будто шахты. Но вы знаете, сегодня реальность такова, что современные производственные предприятия, будь то в Южной Корее, в Европе, в Казахстане, сегодня имеют такие санитарные нормы, что чистота там, знаете, как в дилерском центре. Ну и логика, почему должно быть чисто? Потому что оператор собирает новый автомобиль. В грязной форме на сборке он просто может зафакапить новый салон. Такая машина не пройдет финальный контроль, и отдел техконтроля отправит ее на химчистку. Это лишнее время и затраты для бизнеса. Так что тут чисто и сегодня, и будет чисто через 5 лет. Они красят тачки вручную? Да, технология мелкоузлового производства автомобилей на этом заводе предусматривает нанесение лакокрасочного покрытия вручную. Немного предыстории. Когда компания планировала строительство завода в Алматы, расчет был на полную мощность – 45 тысяч авто в год. И при таком объеме производства нецелесообразно приобретать дорогостоящее автоматизированное оборудование. Тех же роботов, которые будут окупаться десятилетиями. К слову, представители Hyundai Motor Company высоко ценят ручной труд и отмечают, что вот здесь, на заводе в Алматы, специалисты собирают автомобили вручную. И даже отмечают, ну, мол, handmade, вау, cool. Можно не переводить. Что касается технологии окраса, на заводе Hyundai Трансказахстан используют катафорезное покрытие бренда BASF. Это один из передовых мировых поставщиков химии и окрасочных материалов. BASF использует экологические технологии CATOGUARD и дает высочайшее качество сверхпрочной защитной пленки катафорезного покрытия. На сборке какой-то бардак. Детали лежат друг на дружке. Ну, пойдем посмотрим. Почему эти детали лежат тут почти друг на дружке? Алгоритм тут следующий. Готовьтесь послушать.
Комплектовка участка сборки производится партиями. Допустим, сейчас партия из 30 автомобилей была запущена в цехе сварки. Значит, на участке сборки начинают комплектовать детали для этих автомобилей. Деталей много, и за 5 минут их не соберешь, даже для 30 машин. Хотя и это немного. Комплектующие хранятся на стеллажах, их нужно спустить, распаковать, раскомплектовать, подать на линию. Есть также постовая ведомость, которая подразумевает, на какой стеллаж линии сборки какую деталь подать. Поэтому расположение комплектующих отнюдь не хаотичное. Есть индивидуальное размещение для каждой детали. И оператор сборки не должен никуда ходить и искать детали. У него все должно быть под рукой. Фуф. Поэтому да, они лежат здесь. Как будто в единичных экземплярах выпускают. А где конвейер-то? Ну, во-первых, экскурсия проводится достаточно быстро. Во-вторых, на каждом посту проводится огромное количество операций над каждым автомобилем. И вот здесь на конвейере, допустим, на этом посту конкретно, машина может задержаться там, до 20 минут. И вы представляете, если экскурсия двигается 20 минут, да, она не успевает даже увидеть, как конвейер тронулся. Поэтому мы для вас подготовили маленькую нарезочку со сборочной линии Тусана. Это мой самый любимый коммент. А где роботы? Это ж производство. Да, все мы видели на YouTube эти мегазаводы, где роботы варят, красят, собирают, вклеивают окна, еще черти что. Но еще раз повторюсь, на данном предприятии мощностью до 45 тысяч автомобилей в год, ну просто нет никакой экономической целесообразности закупать дорогостоящие роботы на производство. Тут ручное производство и сборка. На качестве это не сказывается, иначе производитель просто бы не дал добро на запуск. Ну и еще к плюсам ручной сборки. Человек может тактильно ощутить дефект. Робот не может. Человек может увидеть то, чего не увидит робот. Именно поэтому автоматизированная сборка не дает больше качества, но правда дает большой объем производства. Видимо, модельный ряд Hyundai начинается на акценте и заканчивается акцентом. Где другие модели? Но официально завод ответил бы примерно следующее. На нашем предприятии выпускаются модели Accent, Tucson, Elantra, Sonata, Creta, Santa Fe, Palisade, Staria. Hyundai Trans Казахстан регулярно расширяет выпускаемую модельную линейку и уже приступил к выпуску модели i30. А в ближайшее время стартует запуск кроссовера Bayon. Да, но почему тогда на экскурсии мы видели только акценты? И тут все просто. Так совпало, что во время медиатура производили партию акцентов. Ну, то есть специально тут не было задачи показать все машины из модельной линейки. Ну, просто потому, что такие подставы очень дорого осуществлять в производстве. С апреля Hyundai Trans Казахстан производит мелкоузловым методом еще и Тусаны. И параллельно идут работы по крупному узлу других моделей. Со временем здесь будут осваивать сварку и окраску других моделей, углублять локализацию. Ну и кроме того, рядом с автозаводом планируется строительство завода по производству комплектующих. Темпы такие, будто выпуск 2 тачки в месяц. Ну, тут официальный ответ от компании на сегодня такой. Выпускаем сегодня столько автомобилей, насколько Hyundai Motor Company отпускает нам комплектующих. Статистика Акаба тут вполне корректна. Также, по данным официального дистрибьютора Hyundai в Казахстане, с июля 2022 года завод в Алматы удвоил объемы производства, и на сегодня Hyundai Trans Казахстан выпускает на рынок 4000 автомобилей в месяц. Знаете, меня часто спрашивают, когда в Казахстане появится собственный автомобильный бренд. Я такой, да пока не предвидится, потому что для начала нужно создать образование, нужны специалисты, автомобильные инженеры, дизайнеры, там и еще широкий список. Только потом нужно будет создать конкурентную автомобильную платформу и компонентную базу под нее. Потом потратить миллиарды евро, в некоторых случаях десятки миллиардов евро на эту платформу. И это многие-многие годы. Так что вот пока на сейчас, на сегодня предпосылок для создания с нуля
собственного автомобильного казахстанского бренда я не вижу, к сожалению. И да, это был 10-й комментарий. Я надеюсь, у меня получилось немного погрузить вас в процесс производства и ответить на некоторые ваши комментарии. Ну и совсем скоро тест Hyundai Staria. Все плюсы и, главное, все минусы. Увидимся у меня на канале.